Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Лолочку, щенка пятнистого, записали на предварительную консультацию к узкопрофильным специалистам. Пока ожидаем. Девочка привыкает к новой, спокойной, сытой, безопасной жизни на перетяжке. А Лолочка наша отсыпается, отъедается, играет с другими собачками. Конечно же, будем вам рассказывать все новости о ней. А трое истощенных, недавно прилетевших щенков прожили в Москве неделю, также на платной передержке, и в субботу они уехали в Питер на кураторство к нашей замечательной Зейнаб. Ну и еще на этой неделе, помимо своих собак и своих множества проблем, ко мне обратились помочь организовать встречу в аэропорту двух собак. Они прилетели способом карго из Якутии, из города Полярный. Помогла разместить на временной передержке в надежде, что скоро они уедут к тем, кто их выбрал. Платила им зоотакси и несколько дней передержки. Позже повезет и этим двум замечательным собачулям – Полкану и Забаве. Друзья, москвичи, обращаюсь к молодым и активным. Иногда бывают такие моменты, когда у меня не хватает рук, когда одновременно я должна делать несколько дел и быть одновременно в нескольких местах. Это невозможно. Я прошу откликнуться, кто может иногда, не так часто, прийти на помощь. Вот, например, в выходные была фотосессия для пиара. Это очень необходимо было провести. От пиара зависит пристройство, но и у меня не оказалось помощника. Ну как же так? Даже когда обещают, и то не сдерживают слова. Когда кидаешь клич, то вроде откликаются, а когда доходит до дела и звонишь, и просишь, то находятся десятки причин. И работа, и дача святее святого, и еду, лекарства отвезти родителям. Но я такой же человек, и у меня есть те же причины, чтобы многое не делать. И спасатель собак, я не по профессии своей, я такая же, как вы все. Только личное у меня на 10-м месте. А подстраиваюсь я под расписание самолетов, под часы приема врачей, под редкий приезд фотографа. Но почему-то не все так относятся. Поэтому я и прошу, кто может мобильно собраться, когда очень-очень надо. Так редко я обращаюсь, но всегда как-то безрезультатно. Иногда прошу отвезти на капельницу венсаркомных. Нужна помощь машиной. Ведь обещали же. Нет, получаю опять отказ. Вот когда бы я ни обратилась, всегда получаю отказ. Друзья, но мне нужна не только машина, мне нужна помощь руками. Руками придержать собак. Когда я еду с 2, с 3 собаками и разрываюсь между кабинетами врачей, мне очень надо, чтобы одну собаку кто-то придержал в коридоре, пока я нахожусь с другой собакой у врача. И так потом меняюсь с собакой, бегу к другому врачу, а первую собаку, чтобы тоже кто-то придержал. Вот такая помощь мне нужна. И у врачей, и на фотосессии. Но нет такого помощника. Алтай.
Алтай со сложной судьбой. Напомню, Алтай выпал под ноги нашему волонтеру там, в Якутске, еще осенью. Все тело было в рваных страшных ранах. Игорь долго возил Алтая в клинику, и парень пошел на поправку. Удивительно умный пес. Сам просился в машину и терпел боль от манипуляций. Сам выходит. Сам приходит. Ну все ты, погоди, я это не успеваю. Не одели нам. Алтай, не одели нам повязку. Все у нас тут. Алтаюшка. Алтаюшка. Сам в клинику пришел сегодня. Сам пришел. Прилетел в Москву, казалось, что все позади. И вдруг появилась опухоль на шее, которая быстро начала расти. Вы помните, друзья, что Алтаю проведена сложнейшая многочасовая операция и даже с остановкой сердца. После выписки из клиники проблемы не закончились. Разошлись швы, вызвали врача, зашили. Через неделю опять расходятся швы. Врач объяснила, что причина первая – это жара. И второе – Алтай вел себя очень беспокойно. Он активный, веселый, жизнерадостный парень. Ему надо прыгать, вертеть головой. У него много друзей. Вот такой у него характер. И поэтому швы расходились. И снова зашивали. И даже ставили дренаж. Анализы Алтая неутешительные. Все-таки у него онкология. Лимфатический узел задет. Недавно сделали первую химию, а всего назначено 4 сеанса химиотерапии. Но мы с вами сделали все возможное для Алтая, чтобы он жил. И давайте будем верить в лучшее. Он будет жить. Алтай замечательный, веселый парень. Столько перенес страданий. Дружелюбный, приветливый. У него много друзей, он всех любит, радуется жизни, каждому дню, всем людям. Я думаю, что он еще поживет.
Я искренне от всего сердца благодарю каждого, кто помогает информационно или финансово. Каждый ваш перевод – это шанс хвостику на счастливую жизнь. Помогайте нам, друзья. С вашей помощью мы сделаем еще много добрых дел.